В это тяжелое время никто не остается в стороне, и наряду с меценатами свой вклад в поддержку медиков вносит и региональное отделение партии «Единая Россия». И сейчас несколько таких автомобилей под завязку, набитые продуктовыми пакетами, отправятся в медучреждения, работающие на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Волонтерский центр от регионального представительства партии «Единая Россия» продолжает поступать благотворительная помощь. Более тонны кофе и порядка 700 продуктовых наборов отправились в 2 из 16 запланированных медицинских учреждений Ингушетии. Это Республиканский клинический перинатальный центр и Детская республиканская клиническая больница. Это федеральная акция. Возможно, на этой акции деятельность «Единой России» не будет остановлена. Мы не можем прогнозировать, как долго продлятся мероприятия по пандемии. Поэтому в случае необходимости мы и будем помогать нашим медикам. Руководством торгового дома «Строймаркет» было предоставлено складское помещение для расфасовки продуктов по пакетам. В наборах растворимый кофе, пакетированный чай, овсяное и сухое печенье, сушки, карамель и темный шоколад. Каждый в меру своих сил пытается поддержать медиков. Внести свою лепту в общее дело вызвался Хусейн Азиев, доброволец из рядов молодой гвардии «Единая Россия». Я знаю, что у нас врачи стоят на передовой, и помочь им. Каждый, я думаю, может помочь своим врачам, оставаясь дома, сохранять самоизоляцию. Продуктовые наборы были доставлены на автомобилях с брендовым хэштегом «Спасибо врачам», предназначенных для перевозки врачей после смены домой и на вызовы к пациентам. Инициатива регионального отделения партии «Единая Россия» и молодежных волонтерских организаций – небольшая, но все же поддержка для тех, кто борется с распространением коронавирусной инфекции. Мы выражаем большую благодарность и признательность за оказанное нам внимание, потому что в это непростое, нелегкое время, когда любое приятное такое внимание со стороны руководства, людей со стороны, оно очень приятное и поддерживает любых медиков, любого человека в этой непростой и трудной ситуации. Наши врачи практически круглосуточно трудятся, находясь в зоне риска, не замечая усталости, и каждый старается их поддержать. Кто словом, кто делом, а некоторые вот такими приятными и, главное, вкусными подарками. Свои лучшие качества проявляют представители общественных организаций, направляя целый комплекс мер на поддержку медработников. Очень много сотрудников, которым эта помощь необходима, нужна. И, знаете, наверное, не столько важна, какова она помощь, что она из себя представляет, а то внимание, которое оказывается сегодня медицинскому персоналу и всем тем, кто участвует вообще в жизни медицинских организаций, это очень, наверное, важно. Выход из беды, в которую рискует попасть каждый, можно найти только совместными усилиями. Любая помощь сейчас по цене жизни, и все мы как один встали в борьбе с вирусом. Активисты в период пандемии стараются прийти на помощь всем нуждающимся в режиме реального времени. Мы принимаем звонки, мы выезжаем, мы помогаем людям пожилого возраста, мы помогаем инвалидам, маломобильным гражданам. И вот сегодня перед нами стоит такая прекрасная, добрая задача помочь врачам. Врачи очень много смен, много времени проводят в больнице, как мы знаем, они испытывают сложности, очень много заболевших у нас, инфицированных. Поэтому врачам приходится большую часть своей жизни последние дни проводить на работе. Мы решили провести такую добрую акцию. Подобные акции проходят по всей стране, как силами волонтеров, так и по личной инициативе партийцев. Это то малое, что можно сделать для врачей, которые рискуют своим здоровьем и жизнью, спасая других. Харун Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24.